В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Новость о том, что якутянин изготовил и выставил на продажу уникальную шапку из шерсти мамонта, облетела соцсети и заинтересовались многие зарубежные СМИ. И сегодня Владимир Амосов, гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, откуда пришла идея изготовить именно шапку и из такого материала? Ну, эта идея где-то в 2009 году, мой друг съездил в Устьянский район и привез с собой пакет шерсти. Он сказал тогда, что это шерсть из мамонта, и мы, посовещавшись, сделали из него шапку. А почему именно шапку? Шапка, если носки сделать или там варежки, это же не актуально. Шапка на самом видном месте. И у нас традиция у якутян, например, из конских волос делаем тоже шапки мужские. Технология похожа, да? Да, технология та же. Нашли бабушку, она на крючочке у нас связала из шерсти шапку. Она жаловалась, что она чутко покороче и сложнее изготавливать изделие это. А у вас уже есть потенциальные покупатели, интересуются люди? Пока нет. Пока только смотрят? Пока только смотрят, ага. А к вам проявили интерес даже мировые СМИ. О чем спрашивают они в первую очередь? То же самое, те же самые вопросы, как идея пришла и как изготовили единственную в мире шапку из мамонтовой шерсти. А почему именно такую стоимость определили, 10 тысяч долларов? И почему так? Пришла уникальная шапка, единственная в мире, из-за этого цены такие. Может быть, исходя из чего-то, какие-то другие товары рассматривали, и поэтому такую цену ставили? Да нет, спонтанно, без ничего, Спонтанно. без никакой информации, ничего не собирал, сразу выставил цену. Угу. А много звонят? Да, сейчас много звонят. Угу. А что, они тоже спрашивают то же самое, да? Да, то же самое спрашивают. А торговаться не пытаются? Нет. В основном, наверное, журналисты это звонят. Да, это пока что журналисты, реально покупателей так такового нет. А у вас наверняка появились идеи, как еще можно использовать шерсть мамонта? Нет. Пока нет. Пока нет. Нет. А вы сами были в Устьянском районе? Я в Устьянском районе был, на машине. Я-то сам с Верхоянского района, там соседние районы. И когда я работал там в Верхоянске, съездили на командировку в Депутатск. Ваши знакомые там занимаются сбором бивней мамонта, да? Нет, друг друга, так. А каким образом эта шерсть нашлась, как они ее собрали? Эту историю я пока не знаю. Угу. А вообще всю шерсть использовали, которую вам собрали? В этой шапке вся шерсть? Нет, еще осталась? в пакете там оставалось. Угу. А еще из этого что-то можно сделать? Планируете еще что-то? Нет. Пока нет? Пока нет. Угу. А чем вы сами занимаетесь и как теперь относитесь к неожиданной популярности такой? Популярность-то, конечно, неожиданная, но я такой не публичный человек, неожиданность. А насколько ваша идея перспективна в плане экспорта, на ваш взгляд? Экспорт? Да, продажи за границу там. Хорошо было бы. А что вы будете делать с шапкой, если с этой идеей покупатель не найдется? Себе оставлю. Она у меня 10 лет пролежала и так будет пролежать. Как бы семейная реликвия. Следственный комитет и прокуратура подтверждают, что претензий к вам нет. Да. Нету. И подтвердили, что это в музее, подтвердили, насколько я знаю, что это точно шерсть мамонта, да? Да, в музее мамонта я обратился к Семену Григорьеву, директору этого музея. И он мне подтвердил и дал, так как он является экспертом по мамонтовой фауне, он мне подтвердил это. А как вы И думаете, выдал сертификат.
Как вы думаете, после вот такого популярности, после интервью, может вырасти цена шапки? Ну, ажиотаж получился большой за границей, в России и вот в Якутии. Думаю, вырастет цена. Вы даете первое телевизионное интервью нам. Да, в жизни первое интервью у меня. А раньше у вас вообще журналисты чем-то интересовались? Ну, я В вот качестве строителя? не в качестве строителя, а вот якут вечерки я промелькал. Там с известной певицей Ингрид там танцевал, короче. А можно примерить, Да, потрогать? можете, конечно. Очень такая она колючая. А ее носить будет удобно? Да, вот удобно, конечно. Она не в повседневной жизни, наверное. Да, не повседневный. Это какой-то массаж, да, или как-то это полезно? Может быть, я не разбираюсь в этом. Да, такая необычная колючая шапка. Да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Мы говорили с владельцем уникальной шапки из шерсти мамонта. Всего доброго и до встречи в эфире.